Игоря, человек, который я сразу говорю. Мы с ним уже больше месяца работаем, даже может быть 2. Объекты мне известно, что вам не платили деньги. Человек надеялся на вышестоящих с теми, которые мы встречали. Это подобие Шукин, там, Дубчанский Сергей Николаевич, Шукин Сергей Петрович. Это вот были они руководители той компании, которую сегодня мы говорим, это Бусстрой. С этими людьми также мы встретились. Да, у вас были шансы буквально вот на днях, что-то деньги должны были в конце ноября вам выдать. Вот он обращался у нас, и благодаря Игорю, вот, чтобы эти переговоры к тому, что они берут на себя ту ответственность, что да, мы деньги не выдали. Там сумма 13 миллионов. Из этих 3 миллионов, то есть 13 миллионов, 3 миллиона это ваши бригады. Там есть другие еще бригады. Вот то, что связано с событием, которые вот, показывали различные средства массовой информации, произошло избиение рабочих. Вот в интернете, в Ютубе, везде. Посмотри, что происходит. Тот, который вам работу предоставил, таджик, он тоже надеялся на честность, что вопрос решится. Но все-таки у вас терпение, у вас семья, вот, там находится, нуждается в терпении, пришли туда, избили, и люди оказались в больнице. У рабочих избили, рабочие из Таджикистана избили своего там соотечественника. Если вы будете иметь с собой бойца, вот, и это будет результат, я говорю, результата не будет. Потому что тоже Дучанский, тоже, соответственно, Шукин, они могут любого купить, для Николаевича в звании генерала-майора, а другого в звании полковника Шукина, которые прошли какие-то структуры власти в России. Сейчас они занимаются строительством, чтобы кидать именно граждан СНГ или своих собственных граждан. Что остается? Если те, которые с вами встречаются, я встречаюсь, и господин Игорь встречается, и третий там, вы видите, что если здесь деньги, вам сразу выдали. Но это называется поиск той пути, который сегодня хотим решать что-то. Что-то решать. Вот посмотри сегодня по Москве, я знаю, только что у меня в списке находится по 2 фирмам. По 2 фирмам находится, это порядка 1500 граждан. Мы обращаемся. Посмотрите на средства массовой информации в России. Ничего не показывают. Раньше хоть что-то показывало средства массовой информации, что вы в таком тяжелом положении трудовой мигранты, власть предпринимала меры. Простите, тогда если мигранты такие плохие, то зачем тогда они здесь нужны? 90% строительства в России благодаря трудовым мигрантам сделано. Основная масса это таджикистанцев. В собственном доме они ничего практически не оставляют. Приезжать сюда, чтобы здесь что-то приобрести и отправить домой. Даже они у себя на огороде не работают. Чтобы быстрее буквально 1 месяц и обратно в Россию, чтобы дома не оставить без куска хлеба. А вас, господин Дучанский, господин Шокин, вообще осталось без куска хлеба. Я когда разговариваю с Шукиным, Сергей, у меня, говорит, жена болеет, а у этого мигранта дети не болеют. Кто тебя просил, бессовестный полковник, или бессовестный генерал-майор Дучанский? Генерал-лейтенант даже. Наглым образом начинает дурить. Ну вот буквально вчера я разговаривал с этим Дучанским дополнительно уже по телефону. Он врет по полной программе. Он ищет деньги. Через какую-то компанию, которые они там, как называется, более заказчиком Морту. 4 старшего сколько лет? 24. Когда последний раз отправили денег? Хоть где-то нашли? Даже, честное слово, не помню. Даже не могу сказать, честно. Там по 5000 так авансировали, ну ладно, терпели. Вот по моим расчетам сегодня я посчитал, с 1000 граждан Таджикистана 70% не получают зарплату. Драка почему было, расскажи? Драка, деньги требовали, ребята, пришли, деньги. Но вас избили. Вас сбили, вот ребята, которые рабочие пришли, вас избили. Потому что вы обещали раньше, чтобы я переговорю, что эта организация вам деньги даст, правильно? И что получилось результат? Драка получилась, сбили. А чем они вас били? Лопатой, арматурой. А? Арматурой, лопатой. У вас что, 2 были или 3? У нас 3. А где 3? 3 уже отправили домой. 3 отправили в Таджикистан. Да. Не, в Узбекистан. Даже в Узбекистан отправили. Узбек был. Узбек. Он с вами работает. Ну так друг друга вы же убьете на самом У деле. него ногу. Благодаря вот таких военачальников, им-то без разницы. Сейчас опять получается, вы работали, вы создали все,
Его подрали, сейчас одного возьмут и по нему уголовное дело возбуждали, поставили в тюрьму, сказали, выйти, мы одно дело раскрыли. Но между собой уже начинаем биться, потому что у нас не хватает двух сил, чтобы требовать свои деньги и те, которые совершили преступление. Проходите, пускай на вас посмотрит, вы скажете, что я вам задам вопрос, вы скажете, сколько человек у вас работает в этой фирме? У вас 60, у вас сколько? Вы все вместе, вот это значит, Нулик подъели. его 25 человек. Нет, это было Киора, 25, 38 было и 63 Сергей Петрович, у меня такая просьба к вам. Почему мы к вам приехали? Наш контакт нет с вами, это Сергей Николаевич. Он мне обещал, 8 числа встретимся. Не получилось встречи. Я когда туда выехал, он говорит, что что-то получится. У него с людьми сами рассчитайтесь. Единственный человек, который сегодня он задолжал нашим гражданам. Мы вас не знаем. Мы его знаем. Потому что у каждого по 3-4 детей. Не меньше его. А что они будут в России находиться? Они все депортированы. Их ничего не... У нас переговоры нулевой вариант. Ничего не получается. Кому деньги выдавали, почему люди больше не давали? Это межгосударственный конфликт возникает сегодня. Потому что здесь и киргизы есть, и узбеки есть, и таджики есть. Объясните, пожалуйста, как нам выйти из этого положения? Пока не знаю, как будет. Ну, люди-то остались без зарплаты. Объекты все сданы, все принято. Разговор был там, в ноябре, это вот закрывать. Изначально в октябре был разговор. Ну, в ноябре закрывать, хорошо. Сказали, в декабре там будет переполовина. Вот переполовина сегодня получилось 16, мы к вам приехали. В ноябре первая половина, в декабре Ну, нет, остальные, ни копейки. Объясните, Деньги пожалуйста, на счет что они делать? получили. Потому что мы же люди интеллигентные, зачем нам здесь вот, находиться на том уровне? Да, суд, понятно, он будет судиться каким-то. А людям от этого легче не станет. Они не ждать не будут суда этого. Сейчас по документам должен Густрой, Сергей Петрович. Вы генеральный директор Густроя. Нам не должен Густрой монолит, нам должен Густрой. По актам сверки, по всем. Вы на себя взяли обязательства Густрой монолита. Вы получили деньги на счет. С этих денег вы же должны нам деньги? А что вы можете сказать руководству Москвы, нашего любимого города? Они в чем-то здесь тоже провинились, Москва, может быть? Правительство Москвы, департамент по строительству. Они, это не бюджетные деньги? Нет. Это частный собственник получил, да? Это Мортоновская, это самое. Наши На граждане Красном арестовали Казани. уже в Восточном округе за то, что они бригадира избили. А получается, он задолжал, ваша компания избили Да я бригадира. ездил, я в полиции давал показания все. Он показания дал. Вот то, что я вот и все есть, новые уже. И все документы у меня тоже И есть. доверенности все остальные. Ну, все есть то, что я вам давал. И что делать с ними, не знаю. Это вообще позорный факт, смотрите. Лучанский, это Сергей Николаевич. Вот он также первый раз встречался без вас. Куча обещаний гражданам. Потом буквально вот 2 недели назад я с ним разговаривал по телефону. Да, я не буду в Москве, мы готовы там час заплатить в декабре, вот первую декаду. А опять он телефона не берет, ничего не хочет даже говорить. Как вы это сами оцените? Это Волчанский президент компании, учредитель компании, поэтому я у него наемный человек. У меня информация, что фирма ДСЛ, учредителем которой является Двулучанский Сергей Николаевич, которая была создана, и вот он идет так, создал, обанкротил, дальше создал, обанкротил, кинул, дальше создал, обанкротил, кинул. Ну, как бы, возьмем Техинвест, Гринстройтех, Густрой, Монолит, и там УНР 5 и все остальное. Густрой, то же самое. И сейчас ДСЛ, она вполне нормально себя чувствует, трудится. Может она не стала, нам что делать? Наши материалы, да я не знаю, что мне делать. Наши... То есть оттуда уже ничего не получается, кроме 200 тонн арматуры. Все печально, конечно, нам что делать? Люди работали, 300 человек работало, 300 человек, 300 человек. И все они не получили заработную плату. Ну, Вы взяли на себя обязательство подписать. И неплохо работали, да, Сергей Петрович? Так кто тебе говорит, Игорь, абсолютно неплохо работали. Ни один объект я не И обосрал. никаких вопросов не Сергей было. Петрович, пути выхода скажите, пожалуйста. Пути- Сколько им ждать просто? Пути выхода у меня только одни. То есть это самое, то, что мы сейчас занимаемся, выйти. Есть 2 объекта. Если получится в этом месяце или в середине января. Понимаю, но до конца года люди надо хоть какую-то сумму погасить. Их Возможно, за какие-то свои- деньги, Да, Может. потому что человек квартиру продал, вы знаете, там машину отдал.
Я сейчас еду в прокуратуру, я тоже не заплатил зарплату за сентябрь месяц. И это самое, то есть, На вас написали на суд. меня написали Ну, за в сентябрь. прокуратуру. Люди с июля ждут. Это сентябрь. Мы говорим об июле. Тогда нам тоже писать в прокуратуру, получается, что Там ли? 5-10 человек. Нет, у вас, да, у вас штат немножко другой. У вас 20 человек, а у меня Да. 200 с копейками. Не, это люди... И у вас сидели, буквально на извините, улице, на жопе люди, брошенные. да, а эти на холоде, на морозе Да. работали. Не могут заплатить за патент к тому же. И И как они им были находиться? грязные, мылись, не мылись там. Есть какие-то вопросы к Сергею? Вот человек, который я тебе говорю, вот Игорь, вот Сергей. Вот они все вместе были, вас приняли. Вот еще есть начальник Сергей Николаевич. Ключица. Мы же 3 месяца не заплатили за Сам патент. Вот придется теперь нас вот отсюда депортируют. Не, Сергей Петрович, я в ноябре половинку отдам. Сидели люди, да, вот, ну, раз, два, три, как минимум 4. Я половинку отдам. А половинку разобьем на 2 месяца. Я, вот Мурата вы знаете прекрасно, да, медцентр. Я ему то же самое сказал. Частично я какие-то деньги тебе отдам. Он под эти деньги взяли там 700 тысяч какой-то долг. Перекрылись, потому что половина людей уехала туда, написали на него там, его там ищут. У одного мать в тяжелом состоянии, второй с башкой с пробитой. Ну вот мне оно зачем? С вами тоже договорились. Сергей Петрович, скажите, когда будет плохо с деньгами, вы мне скажите, я остановлю работу, мне не надо. Давай. 2800 кинули, надо вывести, потому что иначе мы обосремся, мы набрались там кредитов, не кредитов, а перепроцентовались перед Мортоном. Надо выйти на медцентр. Мурат, было такое? Да. Я вас посадил, ждем деньги, сказал. Набрали мне, сейчас 2800 дадим, надо вывести людей. Дайте. Вывел на 3 дня, была договоренность. 3 дня работают, если больше денег нет, я опять сажаю людей. И жду денег. Было так? 3 дня вы поработали, я вас опять посадил, и больше мы не вышли на этот объект. Да. Вы мне должны. А я должен людям. 16 До Нового года деньги нужно людям отдать что-нибудь. Да. А Долучанский Сергей Николаевич будет присутствовать на встрече? Но я ему, надеюсь, в течение недели до встречи, если обязательно на той встрече, я ему скажу. Может, он нам обещал встречу, потому что вы как бы выражаете, вы наемный работник, все идет от Сергея Николаевича Долучанского. В принципе, про Сергея Николаевича Долучанского в интернете очень много написано тут уже. Доброго. Да, Доброго, хорошего. Да. интернет, знаете, не всегда. Ну, Правду на самом пишет. деле там... Правду, Сергей Петрович. Да, И да. про 163, 193, По- и про по факту, 281, конечно. регистрирует, там человек знающий писал. Нас как бы это мало касается, нас волнует Что больше, такое больше 163? наша заработная плата. Петрович, надеюсь на то, что 23-го состоится встреча, 22-го у нас будет от вас значит, звонок. Скорее всего, будет на встрече уже присутствовать уже главный президент Сергей Николаевич Долучанский. Я тоже. И думаю, что если 21-22 все переговоры доходят, 23 то какая-то надежда есть у народа Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, которые являются стратегическим партнером России по отношению к их гражданам. Спасибо, что надежда умирает последним. Мы пришли к тому, наша задача к тому, что люди поняли, что вы действительно бегаете или нет. Вот выдали начальника, мы здесь. Ну, страна большая. Дай Бог, что правильно, что получилось. Люди не отказываются. Я так понял, да, Сергей Петрович? Люди не отказываются. Понятно? Спасибо, что нашли время. Другое дело. Значит, посмотрите, что у нас происходит. Вас там порядка 200 чем-то человек. Мы вот считаемся как старшие. Выдали разговор с этим руководством. Представитель, значит, вашей компании. Вы брошены на улице. Что делать с ним, скажите? Вот он говорит, нет денег, мы в долгах, нет денег и все. Да, проходи. Что надо делать, скажите? Если деньги нет, то почему работа дает? Ну, дали, хорошо, нет, говорит, денег и все. Вот он на работу ходит, скорее всего, ему деньги платят, правильно? Значит, если такой офис держать, значит, скорее всего, им деньги дают. Вот для нас, получается, у нас нет. Вот все получается как, собираемся кучками и уходим, добиваем своей правоты. Куда больше идти, скажите? Значит, 23-го, если встречи ничего не будет, и у нас время до Нового года есть, за один день всех собрать, где дальше со всех работ, я подпишу бумагу на имя господина департамента генерального прокурора, попрошу, значит, Игоря, привет, правильно? И он сопровождает вас в это здание. Все, отдаем власти. Это вообще позорный факт. Они к этому толкаются. Да, спасибо вам.
Ты на кем пойдешь? Вообще замерз, смотри. Ничего нету.